Новая редакция программы развития арктической зоны точно определяет число так называемых опорных зон. Их по-прежнему 8, но территориально они стали шире. Единые критерии отбора никто вроде как не обозначал, поэтому принцип «кто успел, тот и съел», похоже, главенствует. Иначе как объяснить, что некоторые населенные пункты Архангельской области и Карелии в список вошли, а наши Усть-Цильма, Интай и Усинск нет? Надо думать пока. Критериев арктических однозначных и в мире-то нет. Значит, кто-то выше 70-й параллели, кто-то граница, значит, там южная граница тундры, кто-то проводит июльская изотерма 10 градусов тепла. То есть каждая страна решает по-своему. Значит, есть такой тоже подход полярный круг. Значит, что вроде как за полярный круг попало, но уж это Арктика стопроцентная. Да? Вот у нас. И было очень странно, на мой взгляд, что пролоббированы были такие позиции, когда попали вот в Архангельской области, то, что не было даже крайним севером, оно стало Арктикой, потому что вот нет таких критериев. Транспортная инфраструктура – главный козырь опорников. Мы в этом арктическом клубе пока новички. В отличие от коллег, у нас нет своего выхода к морю, но автодорожная карта с каждым годом все насыщенней, и перспективных направлений тоже хватает. Мы делаем все необходимое и возможное, что от нас зависит, в том числе и даем определенные свои предложения, как один из регионов арктической зоны, связанный с возможностью создания транспортно-логистической системы, которая обеспечивает в том числе в будущем возможность более масштабного использования Северного морского пути. Конечно же, это и логистика, связанная с соединением железнодорожных путей, которые могут быть, в принципе, объединены с точки зрения и Белкамура, Северной железной дорогой, и Северно-широтного входа. Это тоже немаловажно. Цифры затрат из новой редакции программы развития Арктики исчезли совсем. Если раньше говорили о 210 миллиардах, затем 195, сейчас все из области догадок. Впрочем, то, что Арктика – мегапроект, и он не копеечный, понятно всем. Конечно, мы связываем с этим большие перспективы не только для города, но и в целом с республикой. Потому что в первую очередь, конечно, здесь будут решаться вопросы логистические. Это и железная дорога, и автомобильная дорога. И, конечно, много будет связано непосредственно с Минобороны России. Поэтому перспектив очень много. И я думаю, что при полноценном финансировании почувствуется вот этот эффект не только в городе, но и в целом в республике. Создание производств на месторождениях в новой редакции не предусматривает вахтовый метод работы. То есть арктическую зону в Кремле рассматривают как обживаемую территорию. Но, конечно, строить новые города никто не станет. А вот сделать архитектурный апгрейд уже существующих вполне вероятно. И мы в этом проекте обновления готовы взять на себя роль лидера. Есть интересная идея, которая раньше не была озвучена, и она является новой для России, то есть можно закрепить за Воркутинской опорной зоной центр арктического домостроения. То есть есть все возможные ресурсы в виде стратегического партнера Северстали, который производит металл для металлоконструкций. Есть сырьевая база строительных материалов, которые могут производиться для создания теплоэффективных, энергоэффективных конструкций. И есть опыт строительства в Арктике, существования одного из самых крупных городов в Арктике, то есть Воркута. Всем сегодня понятно без слов. Господдержку получат те, у кого будет больше других уникальных и нужных проектов. Особо активны сегодня Якутия и Мурманск, и кое в чем они финансирование уже получили. Наши ученые тоже в порядке. Их проекты физиологии, например, адаптация человека на Северном полюсе или в популярном сегодня мерзлотоведении, то самое свое арктическое лицо, показать которое мы уже готовы. Осталось немного подождать. Максим Васильев, Олег Жуковский, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Сыктывкар.